Halk bitmez deyip, tarihta bizning iz deyip, peygamberler zamanından keladi ышанып. Наверное, представимся, чтобы друг друга знали. Да, конечно. Да, значит, Тимур, начнем с тебя и круг. Нужен, по-моему, все. Так, значит, Анвар азербайджанское землячество. Я Артай Рамзан Хусейнов, председатель Московского общества Азербайджан, доцент юрфака РУГИ. Шайк тоже азербайджанское землячество и Огуз Ньюс, вот руководитель проекта Огуз Ньюс, совместно с нашим другом КСП. Есть одновременно заместитель председателя нашего общества, азербайджанского общества. Борис представляет наших карачайских друзей. Снимает нас, который наш друг татарин. Имя, отчество сам скажет он. Шиабиддин Шамиль Самиуллахуллах. Очень приятно. Светлана Ханым сибирских казахов представляет. Наш молодой друг сам по себе скажет. Что можно сказать? О себе, да. Я сам из Тулы. Сидя. Да, У нас сегодня двое, вот Давлет Зоя Чембровна и я Шира Помакович. К сожалению, я не взял визиток. Сам я аспирант в МГУ, историческом факультете. Приехал недавно, в прошлом году, поступил и здесь учусь в Москве. Представляем Республику Тувал вдвоем. Сегодня здесь. очень приятно. Я дружу с Печенеем, бывший ваш. Когда мы вместе создавали День России. Сейчас он министр образования у вас. Да. Я звонил сегодня Тувинское землячество. И я пригласил, по-моему, и вы пригласили. Это, друзья, по вашему приглашению или по моему? По нашему. По вашему, очень приятно. Да. Значит, рядом уйгурское представительство. Ахмедов Шариф. Шариф, очень приятно. Патриарх уйгурского землячества. Да, да. Настоящий уйгур. Я сам из Кашкара, заблудившись в Москве. Очень приятно. И Мурунтай Бедыров, писатель, Пашкан алтайского народа. Тоже вместе создавали Единую Россию, когда-то вместе случайно депутатом не стал из Алтайского края. Значит, я несколько слов скажу и потом слово представлю. Тимур представился. Визитку отдал всем и представился. Тимур, значит, у нас Кумыкское землячество. Да. Да. Наш друг, тоже я его не представил, да. Проректор одного вуза, наш друг, Светлана друг, Бориса друг. И мы тоже евразийская дружба народов. Тоже не без интереса. Ну а дальше почему не говорите, профессор? Профессор МГУ, да. И дальше он скажет сам о своих высоких заслугах. Ну, заслуги у меня главные такие, что много филиалов и учебных центров по России, по всем республикам, и мы постоянно ездим, встречаемся, дружим. И поэтому вот сегодняшнее приглашение для меня просто естественно. Да, да. Я пришел как к себе. Да, правильно. Спасибо. Или отчество не сказал. Смаков Владимир Иванович.
Значит, у нас, наших молодых друзей, есть такой Огузнюс, который пишет о жизни тюркских народов. А мы нашим другом Бурунтаем настолько активно работали, когда создали сегодняшнюю крупную партию «Единую Россию». Были в различных встречах различным президентам, в том числе президентом Алиевым, Азербайджаном Алиевым. Фото, наверное, у вас остались. Я думаю, что в будущем тоже будем использовать. Да. И вот когда совсем недавно мой коллега из Дурдем, профессор Статутцев, он говорит: Октябрьевич, вот есть Гагауза в Молдавии, им нужна из России поддержка. Почему вот ты президент является, не поддерживаешь? Я говорю, я один-то не могу, наверное, все вместе, наверное, тюркский народ это может делать. То есть это пример того, что действительно вот, надо быть вместе. И жаль, что благодаря, можно сказать, сталинско-микаевскому руководству, как бы тюркские народы как бы очень не только подавливались, наверное, еще и переселялись, как Крым, крымские татары и остальные и так далее. То есть была несправедливость к отношению к этим народам. А сегодня мы вот благодаря хотя бы через культуру, через историю, через различные мероприятия можем объединиться. Почему бы нам не объединиться? В рамках одного сайта, в рамках культурных мероприятий. Допустим, Сабантуй проводит товарищи, мы не знаем. Если мы в каком-то будем вообще спортивном движении, как он пригласит, сразу пойдем. Азербайджанцы Навруз отмечают чаепитие, почему бы тувинского брата нас не увидит. И вот что хорошо, у нас как бы представители всех культур. Это вот чуваши, чорцы, гагаузы, православные наши братья, караимы, крымчаки, иудеи по религии, татары, азербайджанцы, мусульмане, алтайцы, шаманы, тувины, буддисты и так далее. Настолько богата наша культура, тюркская культура, которая объединяет нас. Если у вас, любой из вас, вот здесь представитель разных народов, да, допустим, я мусульманин, у меня брат царство стал православных, я ее не буду его вычеркнуть в свою жизнь, он мой все равно брат. Правильно? Поэтому мы, несмотря на то, что в различных религиях, мы должны действительно быть братьям по языку и тюркоязычным народу, и, я думаю, быть вместе и в рамках культуры, языка, вузов, представитель вуза, да, почему бы нам не дружить, не работать вместе и так далее. Вот я слово хочу представить нашему уважаемому Аксакалу Бурунтай Алиму. Парада не на Россию, не белые, ничего. Ничего страшного. Аксакалом себя не считаю. Да. Разрешите мне прежде всего вас приветствовать как наших дорогих братьев, сестер. И встреча в таком формате у нас происходит спустя долгих 20 лет впервые. И идея витает в воздухе. Я на самом деле являюсь первым и единственным президентом легитимного Конгресса народов России, который создан совершенно официальным порядком под эгидой российского правительства, бытность Черномырдина председателем при деятельном участии Министерства по делам национальностей. Участвовали все регионы Российской Федерации, официально были отправлены. Вот. И наш учредительный съезд проходил в Академию госслужбы на юго-западе в то время. Все было замечательно и чудесно, но потом включились непонятные силы, и организация наша не была зарегистрирована. Я считаю это грубейшей ошибкой российского государства на том периоде развития. И виной этому является вот эта инерция мышления, бояться того, чего не надо бояться, и не бояться того, чего действительно надо опасаться. И вот эта пресловутая, так называемая, знаете, вот это татаро-монгольский синдром, он мешает России жить так же, как синдром Дуньки и синдром, не буду говорить на эту тему, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому организация не была зарегистрирована, но тем не менее наша организация жила и живет в лице своих региональных, национальных образований. Там потом подключили эти федеральные культурные автономии. Я считаю, это туфта, потому что федеральная культурная национальная автономия. На самом деле
такие общественные организации, как наша, которые могли бы объединять второй суперэтнос Российской Федерации, после русских она была крайне необходима и нужна. Почему-то сегодня существует ассоциация так называемых коренных малочисленных народов, и это ласковый теленок, который в двух матах сосет. Пользуется поддержкой и государства, и пользуется, естественно, поддержкой западных организаций. Они всегда были такие. Почему-то они, видимо, думают, что это малочисленные народы не представляют опасности, ничего подобного. На западных картах начерчено, что 3/4 территории России относятся к ареалу обитания коренных малочисленных народов. Понимаете? В то время как в Российской Федерации из 21 республик 10 имеют титульные нации в лице нас, тюрков. 4 республики в Сибири, это Алтай, Хакасия, Тула и Саха-Якутия на севере, 3 республики Поволжье, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, 3 республики на Северном Кавказе, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия. Во всех остальных республиках и имеются крупные массивы коренного населения, которые не являются вовсе пришельцами на этой территории. Если мы возьмем прежний СССР, также тюрки составляли второй массив после славянского населения в СССР. И тюрки расселены по всей России повсеместно, так же как русские, особенно татары. А сейчас в связи постсоветский период очень многие наши сограждане, которые живут теперь уже в государствах, республиках бывших Союза, они тоже расселены, возникли многочисленные диаспоры. Если взять азербайджанцев, крупнейшая община или диаспора, мне слово диаспора не нравится, потому что азербайджанцы нам не чужие люди, они наши сограждане. Многие в свое время попадали в Сибирь, на север, еще в советские времена, они там укоренились, живут. Я видел, как они работают, их землячество. Томская на юбилее был в то время, как раз в 1996 году. Прекрасно работают, пользуются уважением и так далее, и так далее. Но вот это положение наших народов, как в собственных республиках, и также этих новых общин, которые появились за этот период, оно не совсем определено. Не совсем определено, и возникает необходимость нам посмотреть самим в глаза друг другу, познакомиться друг с другом, узнать наши проблемы, наши чаяния, чем живем и так далее. Поэтому мы сегодня собрались здесь для того, чтобы прежде всего познакомиться. Времени было в обрез, поэтому мы вот так наспех собрали круглый стол, но это такой ознакомительный круглый стол, и мы полагаем, что в мае месяце до наступления лета нам кровь из носу необходимо провести серьезный круглый стол с конкретной уже повесткой, с привлечением и политологов, и социологов, и ученых, естественно, безусловно, без которых мы не можем. А их у нас много, и не только из среды самих тюркских народов, но и людей, которые связаны с нами по жизни, по судьбе. Мы все являемся с вами согражданами, соотечественниками, и нам необходимо находить друг с другом общий язык. Вот наш профессор Актай подчеркнул, что тюркские народы расселены с древнейших времен по территории Северной Евразии. Вот, и вся история, культура, развитие языков наших народов – это убедительное свидетельство нашего взаимодействия со всеми народами Северной Евразии, со славянскими народами, с финно-угорскими народами, с кавказскими народами, с монгольскими народами, с народами Севера, то есть со всеми фактически мы соприкасаемся. Поэтому мы представляем собой такое уникальное сообщество в культурно-цивилизационном отношении. Тюрки исповедуют все 5 основных мировых религий. Это не наша слабость, а наша сила. Мы можем оперировать и благодаря вот этому вступать в необходимые контакты практически со всеми культурами и цивилизациями. Мы просто эту свою силу еще недостаточно осознаем. Я знал вот о наших проблемах раньше, но когда вот волей судьбы и решением делегата был избран главой этого конгресса, у меня было 5 этих вице-президентов из Якутии, из Дагестана, из
Поволжья, вот с Урала и из Москвы, мы убедились, сколько у нас, наряду с друзьями, у нас тоже очень много недругов. Причем недруги, оказывается, они наши соседи, которые живут с нами всегда. И вот эти недруги постоянно на нас наговаривают, постоянно пугают Россию, русский народ, Москву, Кремль тюрками, татаро-монголами. В то время как 500 лет, скажите мне, когда тюрки были предателями, изменниками, даже в плену. Возьмем даже вот в Татарском культурном центре, об этом надо сказать, возьмите судьбу Джалиля, возьмите судьбу Сагитова, который первым установил флаг над Рейхстагом, уроженец Башкирии, а потом через 2-3 дня меняют угоду, так сказать, политики, появляется грузин Кантария. Я ничуть не умаляю участие грузин в войне. И все народы воевали, чукчи воевали. На Мамаевом кургане лежит плита, там лежит герой Советского Союза, там Пасар, сын коренного малочисленного нанайского народа, который бил во время Сталинградской битвы всех фрицев газ, как белку, чтобы шкурку не попортить. Вот таково участие. Если мы возьмем сегодня участие в Великой Отечественной войне, все наши народы самоотверженно воевали. В немалой степени снабжение Красной Армии питанием было обеспечено за то, что бакинские заводы были переброшены через Каспий, Туркменской пустыне, и они развернулись и бесперебойно снабжали. И враги не могли перерезать снабжение через Волгу, что не взяли Сталинград. Возьмем каждый народ, у каждого народа есть свои герои, свои, то есть об этом, это аксиома, о котором нам можно было бы и не говорить, но сегодня надо говорить. И слава Богу, что сегодня руководство России в лице президента Путина и в общественном сознании за эти 20 лет произошло очень много положительных изменений в этом нашем взаимоотношении. Но это большой корабль. Разворачивать Россию даже на 1 градус, это не так легко. Не так легко эти наслоения многовековые снимать последователей нормандской школы. Это уже, я всегда критикую, когда русскую, собственно, историю укорачивают и приписывают каким-то бродягам, этим норманнам, которые пришли, якобы славяне не были способны создать собственную государственность, и им это варяги пришли, помогли создать Рюриковича. Я с этой теорией не согласен, потому что история России говорит как раз о другом, еще ранее, на несколько столетий, славяне вместе под руководством Аттилы сражались с ненавистным Римом, и славяне хоронили. Он был 30 лет их великим вождем, справились с тем, что основные подданные у него были славяне. И гунны помогли славянскому этногенезу получить свое начало. Они чахли на склонах Карпат гнетом готов, которые занялись Севером, Украиной, Крымом. Далее они подбросили. Вот эти вещи вековые мы тоже должны понимать. Всех, когда я ел татарские козы, я думаю, мишари считали, что это такие, знаете, отуреченные финны, мишаряки. Но именно мишари делают самые лучшие козы. Ту самую сырокопченую, которую описывают античные авторы. Говорят, что там они возят там мясо под седлом и едят сырое мясо. Они просто не понимают, что это охотничий блуд. Все витамины сохраняются. Это значит, что они были спокон веку коневодами, скотоводами, наряду с мадьярами вместе. И башкир возьмите, казахов возьмите, как же, якутов, которые сохранили свою цивилизацию на крайнем севере, в условиях полярного климата. Они же сохранили животноводство, коневодство, разводят коров. Я вот в конце ноября там был, вкуснейшую такую сметану я давно не ел. Это тоже удивительная часть нашей цивилизации. Знаете, кого ни возьми, вот в этом отношении мы составляем вот такое удивительное единство, многообразие. То есть каждый отдельный тюркский народ имеет свои богатства. Как-то выступая в Доме национальности, я на эту тему тоже говорю, вот приписывать, чуть что все приписывать персам.
Ирана вот это тоже, это в нашей историографии, это тоже нужно пересматривать. Чуть что говорят, Хакасия, тут вот курган 5000-летней давности, говорят, здесь жили ирановиды. На иранский, я говорю, а вы что, на машине времени туда ездили и слышали их речь на каком языке? Я говорю, я убежден, что здесь во все времена звучала одна и та же ваша хакасская речь. Но в диалектном отношении она менялась, а культура же та же самая, способ захоронения показывает, что культура была одна. Или в древнейшем мире ворсовый ковер, найденный в наших оледененных курганах Алтая, тоже считает иранская работа, забывая, что великолепные мастера со времен Миди, это азербайджанцы и ковровщицы, туркмены, сохранили вот эту традицию. Зачем мы не умаляем иранцев, но и пусть и нас умаляют. Вот в этом мы ничего лишнего не хотим себе приписывать, в то же время не хотим, чтобы нас умаляли. Вот. Когда речь пойдет о Дагестане, не хотел затрагивать. Вот тот Тимур сидит, у Расула Гамзатова есть фраза, вот, в моем Дагестане, говорит, встречается двое дагестанцев, и один другому говорит, какой же ты дагестанец, если ты не знаешь аварского языка. Аварцы сами прекрасно знают, что соседние аулы друг друга не разумеют, поскольку это там удивительно. А на самом деле пословица была такая. Какой же ты дагестанец, если ты не знаешь кумыкского языка? Потому что кумыкский язык был языком межнационального общения, тюркский язык, азербайджанский. 1500 лет там. Я когда был маленький, читал Толстого, сноски, Лермонтова, там Юлдус. И мы дети говорим, как на Кавказе, оказывается, живут люди, говорящие на нашем языке. Кто это такие? Вот, понимаете, мы же не понимали, что это горцы там говорят, там, вот помните, кавказского пленника Жилин, там, тоже это же речь шла о чеченцах, они говорили тогда, естественно, вот, на тюркском языке. Я помню, когда тоже был, приехали солдаты, а мы жили в горной деревне, где мы никого не знали, людей другой национальности. Вот такой процесс узнавания, кроме русских, в соседней деревне. И вдруг бегают там солдаты, там сидят, пожар тушить приехали. И один бегает, такой светловолосый солдат, и говорит на нашем языке. Пытается с нами разговаривать. Я говорю, кто это такой? Он говорит, моя фамилия Салимов или Шалимов. Он говорит, оказалось, что это азербайджанец. Это был первый азербайджанец, которого я видел в жизни, там, 7-9-летнем возрасте. Вот так постепенно мы узнавали. Если бы мы не оказались в Советском Союзе, мы бы никогда бы друг про друга не знали. Что на Алтае или в Туве, что на Кавказе тоже есть наши братья, говорящие с нами на одном языке. Кумыки, карачаевцы, балкарцы, нагайцы. Причем удивительная близость языковая. Понимаете, мы же фактически не общались, не знали ничего друг о друге. 1500 лет. Не было единой государственности. А раз не было единой государственности, единый язык раскладается на диалекты. Вот. То есть, поэтому я, заканчивая свое вступление, хотел бы призвать всех нас поделиться вот своими предложениями, проблемами, кто что думает, как видеть вот наше дальнейшее взаимодействие, наше сотрудничество. В конце ноября мы здесь провели тоже после длительного перерыва первый фестиваль тюркских культур, диалог культур, здесь в Татарском культурном центре, силами в основном вот представителей тюркских народов, проживающих в Москве. Многие даже приехали с регионов. Вот. Очень активно выступили вот наши кавказские братья, карачаевцы, балкарцы, кумыки. 20 лет назад они как-то были немножко инертные. Вот, нам их явно тогда не хватало вот, в работе нашего конгресса. И вот я сейчас вижу с радостью, что сейчас появилось новое поколение, новая генерация, и эта активная вот, энергия появилась, и процесс идет. В этом отношении я их тоже хочу поздравить, что вот это развитие идет, несмотря ни на что. А проблемы, которые у нас есть, национальные проблемы, я убежден, это по сути, на самом деле, это на 90% это социальные проблемы. Это социальные проблемы, которые можно сообща при понимании легко решать. Это нетрудно решать. Особенно
вот в республиках, вот мы потом должны говорить о статусе республики, понимаете, вот тоже возникает вот этот 20-летний опыт, показывает. Раньше все было централизовано. Раньше ты знал, что Москва, центральный комитет, ты знаешь, там куратор есть, позвонил, ты получишь ответ, да или нет. Но всегда, зачастую, положительный ответ был. А сейчас не знаешь, куда обращаться. Я в 98 году пришел в администрацию президента и говорю, это как у человека, у которого не хватает пальцев на руках. Вот каких-то вот нету структур. Да, что-то надо сокращать. Ну вот там вот Минац, я говорю, нет. Национальный вопрос касается всего государства. Мы же сограждане. Нельзя, чтобы одно ведомство, только Минац этим занималось. Это все. Вот. Все структуры должны этим заниматься. И когда мы возьмем республику, они теперь в Москве думают, у вас же есть своя республика. Вот почему там вопросы языка не решаются, книги, издания, культуры и так далее. А это на самом деле так, потому что Москва так или иначе выделяет все средства. Деньги есть у всех республик, не только в Чечне, но распределяются. Я сам долгое время работал и в правительстве, и в парламенте. В самом начале вот строительства нашей республики, мы с образованием республик опоздали на 70 лет, только в 91 году. Вот с опозданием нам дали статус республики в Сибири, Алтаю и Хакасия, на Кавказе, Карачая, Черкесия и Адыгея. Из автономных областей это была промежуточная, тоже неопределенная была ситуация, матрешечная, вот такая была федерация в составе края. А край сам нуждается в развитии. Край ничем не отличается от республики, понимаете? Вот поэтому вот это такой вопрос был. Тоже, вот об этом тоже надо говорить. Что многие проблемы зависят от региональных властей. Там, где сидят свои, казалось бы. А они вот иногда думают, что они сидят ради себя любимых на этой должности. Не понимают, для чего они призваны историей стоят у кормила власти в этот период. Вот. И потом сейчас возникли еще новые вопросы. Это я сейчас немножко забегаю. Возникли новые вопросы в связи с образованием государств тюркского мира. Раньше у нас только одна Турция была у тюркских народов, зарубежных государств. Когда спрашивают, что такое, раньше я говорил, что такое Турция? Я говорю, Турция это за граница, где говорят на нашем языке. А теперь у нас уже таких государств много. Пожалуйста, спасибо вам за внимание. Спасибо вам. Ты взялся за ваш спасибо за хорошее интересное выступление. Действительно, вот сказали, что вы сказали, что искажали нашу историю, как бы. Я сегодня случайно читал вот про щорцев. Да. Щорцы, оказывается, до 25 года сами себе назвали татар-киши. То есть татарский мужик, да, мужчина, человек и так далее. Хотя Советский Союз, опять же, стали... Они на самом деле лесные алтайцы. Да, лесные алтайцы. Их переписали как-то. А сейчас будут начинать... Ну да, но они же в составе, кстати, Кемеровской же области. Я просто о наших проблемах не рассказал. Да, расскажу, да. что произошло. То есть их переписали, что щорцы. Хотя вот сами как бы признавали, что это... Это все равно, что вас сказать, вы не казашка, а найманка. Вот так. Такой процесс. Да. По племенному признаку. Потом крещенных татар, как бы говорят, многие как бы считают, что и так далее, что они финно-уйгурская группа, а они сами говорят, что мы нет, и мы как бы продолжители Золотой Орды и так далее. То есть действительно вот успевали как бы историю переписывать, как бы старались. Да. В этом смысле у нас наши соседи, действительно, вот по поводу соседей сказали, да? Да. Да, наши друзья армяне все это как переписывали нашу историю, к сожалению. Я даже то, что думаю, что вот нас назвали азербайджанцами, а в Туркестане назвали узбеков узбеками, киргизов киргизами и так далее. Это тоже план был, наверное, чтобы разделяя и как бы властвовал. Сталин и Микаэль в этом хорошо как бы преуспели. И очень интересный факт, вот, как Западная Беларусь и Украина хотели Советский Союз присоединять Южный Азербайджан себе, то есть Советскому Союзу состав. В 1945 году под руководством полковника Мамедьярова армия двигается туда, юг, и устанавливается как бы революция, там устанавливается советская власть. И потом Микоян заходит в Сталин и говорит, вы понимаете, что будет происходить, если мы Южный Азербайджан будем присоединять? А Сталин говорит, а что будет происходить? Азербайджан будет союзной республикой, Грузия, Армения будет автономной республикой. Вот как убеждает, да? И убеждает его, вводит Советский Союз обратно.
около 100 тысяч азербайджанцев повесили. Руководитель Пешавари приехал в Советский Союз, назначили лейтенанта армянина водителем, под Гянджи он попал в аварию и умер. Вот лидер советского Южного Азербайджана. Вот опять другой случай, опять с того Микояна. Очень интересная была встреча ЛДПР и наше общество политическое движение, наша Россия. Там один ученый выступил по поводу того, как уйгуров хотели присоединять к Советскому Союзу. Значит, в 1949 году уйгурское все руководство, 153 человека приезжает опять в Советский Союз, чтобы присоединиться в состав Советского Союза. Да, и опять заходит Микоян, как всегда, Сталин уговаривает, ни в коем случае. Этот будет чисто русско-тюркский союз, нам, армянам, Микоянам, тогда нечего делать в советском руководстве. Их нельзя присоединять, они больше, там 30 миллионов и так далее. Чисто будет только русский союз, их нельзя присоединять. Значит, обратно, ученый выступал в Госдуме, в малом зале, говорят, обратно, говорят, когда делегация улетала в Урумчи, улетав из Алматы, столкнулся с горой. И говорят, не знаем, до сих пор взрывали или действительно столкнулся. На Байкале. Да. И что происходит дальше? Не успокаивается после этого Микоян, просит Сталина, что надо, чтобы Уйгурию, Восточный Туркестан, чтобы надо присоединить Китай, чтобы захватить их. Читайте интернет, это специальная миссия Микояна Пекин. Летает туда, уговаривает китайское руководство, что вам надо, золото, оружие, все мы вам дадим, Советский Союз, захватить, чтобы на нашей границе второе тюркское государство, Восточный Туркестан, не было написано. Рядом Монголия, там Китай, Восточный Туркестан. Одна достаточно, Турция. А то все эти народы, Туркестана и Закавказья, скажут, что там Турция, здесь Восточный Туркестан, у нас между ними тоже турки. Чтобы они себя забыли, вот, пожалуйста, специальная миссия Микояна, вот какой он награду делал для уйгурского народа. Понимаете, то есть он работал от Илица до Илица, свое дело, антитюркское свое дело. Поэтому многие переписывают. Вот та же самая переселение крымских татар, переселение, опять же мы переписываем на Сталина, опять это ее заслуга. То есть, к сожалению, история, вот соседи свое дело делали, какой смысл был? Столкнуть русским народом, столкнуть или подавить народ и так далее. Сегодня такая ситуация, что вот, к сожалению, рост Китая растет, Америка с нами конфликтует, опять же нас может спасти русско-тюркский мир. Вот. То, что Путин очень большой шаг делал, что вот газ двигать через Турцию, Америку и так далее, это дает понять, что опять же, как мы создавали вместе тюркский и русский народ, вместе русского государства, также, наверное, дальше будем вместе, потому что если вместе, нас никто не победит, так сказать. Я думаю, не только русско-тюркский мир, еще и Япония к нам присоединится, потому что настолько военно-экономическая мощь Китая растет, лет через 10 весь мир объединится, даже США, мы все вместе, мы не можем отстоять, так сказать, от Китая, потому что настолько быстрым темпом растет. Только за последний год амбиции Китая соседним странам 3 островные претензии: Японию, Вьетнаму и Корею. Потом они, увидев мировое сообщество, смотрят на них, начали спокойно весь мир пусть не боится. А нас кладят, чтобы Россию, чтобы мы не пошли в сторону Америки. А то пойдем в сторону Америки, объединиться против Китая, как-то их остановим. То есть очень выгодно даже сегодняшнее российско-украинское, российско-европейское и российско-американское противостояние выгодно только Китаю. Мы заказ не делаем в Европе, Америке, делаем в Китае. Они у нас не делают, опять делают Китаю. То есть мы все работаем сегодня, к сожалению, в Китае, и поэтому лет через 10, как он будет подавлять весь мир, в том числе русские, тюркские народы, это мир покажет. А так нам сейчас надо, чтобы больше, ближе будет, позже крепко будет, чтобы нас никто не позиции, которые, вероятно, должны быть где-то прописаны. Где они прописаны, возможно, уже есть, что можно почитать, что можно обсудить уже как напечатанное. Или это пока только какие-то вот информационные существуют потоки, которые обработаны, где-то внутри находятся. Или это уже опубликовано. Вот. Если это опубликовано,
то это хорошо. Если нет, то надо публиковать. Да, да. Вы понимаете? На языках, да, многих народов надо публиковать. И на тюркских, и на русском, естественно. Вот. Вот у меня такой вопрос. Да. Вот то, что я сказал по поводу вот, уйгуров, да, Восточный Туркестан, это профессор российских академий наук Александр, его фамилию забыл, книга есть его, напечатана и так далее. Специальная миссия Микояна Пекин, и так далее, он нам рекомендовал читать. То есть есть печатанные. А действительно, вот почему мы обсуждали нашим молодым другом, что вот создавать сайт, это исторический факт надо поставить перед нашей молодежью. Да, вы опередили, я говорю, или хотя бы создать сайт и на него вот эти материалы выставлять. Пару слов добавлю. Да. Очень. Это вопрос, который поднимал. Я там несколько статей написал по интернету. Есть старый журнал, блог «Сыргари». Там есть как раз это варианты шаг Восточный Туркестан, там в 1933 году, которые создавали, в 1944 году. Потом, знаешь, у меня там статья взаимоотношения России и Китая. Россия и Китай называется. Что будет в будущем, куда поведет эта дружба России. А там тоже как-то какой-то старался изложить это. Потом Ош-Тюркский вопрос, тоже поднимался там у меня там в 50-м году еще пару статей писал и положил. Там опять уйгурский вопрос связан, история немного. Почитайте, там есть все изложенные вопросы. Потом еще, по-моему, журналист какой-то выпустил, как откуда там, по-моему, с Алтайского нравится, не Алтайского, помню. Фамилию не помню сейчас. У меня язык немного сейчас после болезни, инсульта, не очень выговаривает слова. Берегите себя нормально. Поэтому память тоже не очень, авторов не помню. И книги есть такая, «Схватка частей империи Синьцзянь». За Синьцзянь что-то такое есть. Там тоже много всяких вопросов. Вот Китай, разобрать отношения Китая, там другими странами. Есть это вопрос. Вчера Я была... хотел сказать, Да, пожалуйста. Я хотел еще сказать насчет выступления Барантоя. Эта мечта очень хорошая. Объединение тюрков и так далее. Но объединиться нам вряд ли кто даст. Потому что тюрки по численности сейчас примерно одинаковые, как русские. А почему в 2020 году такая политика была? Разъединять, чтобы вторая нация, претендующая Евразию, не появилась. Если тюрков. После монголов взял, русские взяли Евразию, постепенно все захватывали, правильно все объединили. И Ленин боялся, что во вторая нация, она будет претендовать на этот трон руководящий. И разделил всех по мелким частям. И оказалось, что кто алтаец, кто карачаевец, кто еще кто-то, одна нация не появилась, тюркские нации. Это его успех был. Вряд ли современная Россия тоже допустит этого, чтобы этот народ объединился, опять восстал, как говорится, за могилы. Этого не будет. И Китай тоже стараться будет об этом делать. Но в данном случае, по-моему, один аргумент, который китайцы растут по экономическому военному отношению, представляет угрозу России. Без тюрков они не обойдутся, русские. Вот это поймут когда, но сейчас националисты русские не понимают этот вопрос. Считаются на свою атомную бомбу и так далее, все мощи военные. Тут военные мощь не играет роли, мне кажется. Китай сейчас 1 350 миллионов. На территории это 9006. Из них 9006 миллион квадратных километров. Из них там 1,5 миллиона уйгуры занимает, 1 700 000. А 1 500 000 тибетцев занимает. Внутренний монголов где-то 1 400 000 занимает. Получается, половина этой территории Китая с 9. Китаю нужна территория. Китай куда его направить? В Индии. Индия воюет, но Индии свое хватает населения.
туда вряд ли Китай пойдет. Единственный путь пойти к Китаю, Сибирь, Россия и Средняя Азия. Казахстан с огромной территорией. Поэтому все государства сейчас стараются китайцы уничтожить вообще окончательно. Россия не даст. Сейчас Россия, значит, в 1996 году Россия подписала Шанхайский договор. 24 апреля. 26 китайцы выпустили указ в город, где бунтуют на местах России. И до сих пор продолжается. Когда они подкрепили Китай, Казахстан и Среднеазийскую республику государства, поддержали Китай в этом отношении против терроризма. Они начали свои уничтожать. Сейчас уничтожают вообще. Не смотрят ни на что, ни на уровень, как и так далее. Китайцы все боятся начала китайцев. Вот и здесь как раз сейчас Америка, по-моему, тоже пыталась как-то объединить Россию против Китая. Путин с захватом Крыма и нападением, как говорится, устройством хаоса Украины, он подтолкнул всю Европу от себя. Получилось, что Россия сейчас одна осталась. Некуда деваться, кроме Китая. В Китае деньги есть, все есть. Китай ее принял с удовольствием. Но Китай принял это газы и так далее, деньги обещали. Сейчас в последнее время она отказывается Китаю деньги. Представляет Китай, Россия 35 миллиардов, которые хотели России представить, они, по-моему, сейчас Украину представляют. Эти деньги отдают кредит. Так что китайская русская дружба, она как 50-е годы стали навеки друзья малые стали, она закончится скоро, по-моему. Но до окончания, что будет Россия? Россия сейчас занялась атомным оружием. От Запада вряд ли Запад пойдет на Россию. Россия вообще Запад хотел бы на Америку. Вместе с Россией противостоять Китаю. Это не получается. Но Тюркия, тюркский население, народ должен подталкивать Россию этому дружбе. Я сейчас занят. Русский, тюркский народов. А. Не так китайцы, дальше свои собственные границы сейчас идти. Здесь таким фактором единственный козырь России была бы 30-миллионный уйгурский народ, который Китай не дает покоя. Причем в Уйгурии 70% подземных богатств, уран, там, нефть и так далее находится в Уйгурии. Без Уйгурии Китай не может, наоборот, может экономически. Вот это аргумент России. Россия 300 лет пользовалась этим моментом. Всегда, когда Россия плохо было, поднимала уйгуров против китайцев. Когда уйгуры освобождались, давили уйгуров, расстреливали своими войсками, водили сюда всегда давили. Этим самым уйгуров поставили как бы врага на себя. Уйгуры до сих пор надеются на Россию вообще, так как большинство тюркских народов живет в российской территории. Мы на Турции не надеемся, потому что она далеко, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что самый рассвет Турции нас захватывал Китай. Турции пальцем еще не был. Это исторически такие не прощается, есть в нашем народе существует. Ну, сейчас, хотя Эрдоган немного начинает влиять на внимание, но это временное явление. Теперь наши религии тюркские, разнородность. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Сейчас исламские государства, которые набирают мощь,
не знаю, чего-то рождения, кто его поддерживает, так что кто-то поддерживает из великих, по-моему. И там и Россия тоже участвует, там поддержка, поставка оружия и так далее. И Америка тоже, наверное. Это Там был небольшой вот это коллега. государство, они не признают ни тюрков, ни этих самых, ни одну религию не признают. Все как средневековые, арабские религии, там, арабский язык и так далее, все к этому формально замеряты не хотят. Она распространяется у нас, в России тоже. Но я недавно прочел уйгурский сайт, есть тоже такой, Астахла, это воля. Независимость, да. Вот там пишет, что ИГИЛ хотят устроить базы с уйгурским автономией. Видимо, там территория большая, видимо, им понравилось. Может быть, это если будет, и Средняя Азия тоже очень большая будет. Хаос вообще везде. Вот это надо учитывать, наверное, все наши вопросы, эти вопросы, как-то подготовиться к тому, как ты говоришь. Там, наверное, тебе подготовили хороший доклад такой. В общем, хороший. Спасибо, Шариф. Да, спасибо, Шариф. Шариф, вот вы сказали, что русские националисты и так далее, и так далее. Я вот пример сказал, да, Южного Азербайджана. Потом я другую одну вещь скажу. Вот, был первый лидер Азербайджанской республики, Мамед Амир Расулзада. Он был близким другом Сталина. Он Сталину письмо писал в 1924 году. В письме содержится о том, что много вопросов касается. И один момент, очень интересный момент. Он говорит, на территории то, что вы сделали на Средней Азии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и так далее, под руководством командиров, армянских командиров, большевиков, что вот, называя бунт, ликвидировал целые города. Понимаете? Там, допустим, армяне это сделали, мы переписываем сегодня, не зная, что это армян делал, переписываем на русских. 31 числа Баку был геноцид. Уговаривая русских, обманывая, они этого сделали. А потом вот русские, так сказать, большевики ходили азербайджанцам по улицам, по тем улицам, что остановитесь, армяне. Они под именем большевиков это делают. То есть они под именем большевиков, русских, это могут делать. Я одно выступление выступил, там Александр Белов, лидер русских националистов, я 4 фактора показал, да, по истории российско-азербайджанских отношений. Он говорит, а вы 5-го не назвали, что как армяне стреляли от имени русских азербайджанцев. И все смотрят на него, какой. Период советизации Азербайджана, назначив туда руководителей НКВД, там, коммунистических лидеров, как они ликвидировали азербайджанские интеллигенции в 30-40-е годы. Понимаете? Вот не надо бояться, что Россия в союз не пойдет с тюркским народом. Понимаете? Бывший премьер-министр Абе Японии, очень известный политик, он создал недавно клуб друзей России. Он понимает растущую мощь Японии, что этого Китая, что завтра эта мощь будет подавить не только Россию, и еще Японию. Даже вот Япония, как считает, что наш враг и так далее. То есть вот лидеры, кстати, уйгуров, Всемирного конгресса уйгуров, встретил лично премьер-министр Японии. Это о чем говорит? Да, я знаю. Да. То есть поверьте, что лет через 10 первым сторонником этих же уйгуров будет Россия. Пока мощь Китая есть, не надо, как сказать, вот я Гурантаем согласен, мы обсуждали этот вопрос. Не надо сейчас там какую-то революционное настроение делать, восстание делать. Все равно Китай будут подавить. Когда вот весь мир, в том числе Россия, рядом границы будет помочь, тогда надо подняться и так далее, и так далее. То есть все равно я имею в виду, что вот российско-тюркскому союзу быт, понимаете, никакой силы этому не может мешать. Если мы не объединимся, как раз тем силам мы поможем, которые сталкивают тюркский и русский мир, понимаете. Путин даже вот осознавая, что сейчас вот надо дружба между нашими народами, создает Евразийский союз, Казахстан, Киргизия и так далее. По газу сказал, что через Турцию и так далее. Понимаете, это как раз удар
тем людям, кто не хочет, чтобы мы дружили. Американцы, вот мы всегда говорим, персы наши друзья. Да что делали? Американцы пошли к персам, договорились, сейчас они наши интересы, то есть передают нас, Россию, понимаете, они ходят в сторону Америки. Китайцы и американцы работали, китайцы уже заявили, что Крым должен решиться в рамках территориальной целостности Украины. Понимаете, ни персам, ни Китаям никогда нельзя доверять. Это вот наши враги специально говорят, что нам Китаем дружит. Понимаете, или персам дружит. Вот первый шаг, что вот российский энергетический, так сказать, сырьевой товар не вошли на Запад, альтернативу можно делать иранский. Видишь, Иран тут же сдался после 4 часов переговоров в Женеве между госсекретарем и иранским министром иностранных дел 3 месяца назад. Они уже, так сказать, перешли в сторону Америки и будет в будущем союзе. Почему? Чтобы наши энергоресурсы не вышли на Запад. То есть нам все равно будут союзы. Это, так сказать, растущую мощь Китая это заставляет. Нагруз американцев нас заставляет, что нам надо быть вместе. Понимаете? Нам будет вместе поддержать Путина, политику его. Понимаете? То есть только в рамках русско-тюркской дружбы мы можем отстаивать и от Америки, и от, так сказать, Китая, и от других фундаменталистов и так далее. Мы только вместе. И я не думаю, что завтра, допустим, Морозов из Татарстана, допустим, Сосковец из Казахстана, там, сегодня одним кумыком я разговаривал, у него мать русская, отец кумык. Понимаете, когда вот я разговаривал даже бывшим одним генералом, когда месяца 2 назад, когда противостояние Америки и так далее, я смотрю, генерал даже служил в Советском Союзе России, все равно какой-то проамериканский. А это Сергей, полукумык, полурусский, он готов за Россию воевать, понимаете, умереть и так далее. То есть, понимаете, вот эти люди опора России, эти люди опора Путина. То есть вот нам в Союзе будет, и я думаю, что нам в будущем, создав какое-то общественное движение, мы только можем поддержать и Россию, и себя. Вот какое-то вот общественное движение, что-то вот надо вот ваш совет через культуру. Вот есть Турксой, да, на уровне министерства культуры. Это что-то особенно не работает, можно сказать. Министр встретится и все. А нам бы вот один раз там встретиться поэтов, другой раз встретиться профессоров, чтобы узнали, какие вузы есть, где можно учиться. Другой раз, допустим, музыкальные вечера, чтобы пошли там вместе татарский концерт, пошли азербайджанский, пошли тувинский. То есть хотят побольше узнать через культуру себя. И плюс создавать общественное движение, что вот наших нормальных, допустим, умных людей, как он, продвигать вперед. Или, вот как сказал, Сосковец, или там Морозов. Он, понимаете, никогда не будет, Морозов не будет. Это тот русский, который всегда будет заинтересован, чтобы была дружба между татарами и Москвой. Понимаете. Это Сергей, который, отец кумык мать русская, он всегда будет за тюрко-славянский союз, за тюркско-русский мир. Понимаете. Вот таких людей продвигают вперед, и можно за свой завтрашний дня можно спокойно, чтобы опять Микоян не будет роль в жизни наших народов, чтобы они будут сталкивать русских и тюрков. Мы можем сказать, что мы ничего не можем делать. И дальше, вот как, извиняюсь, женщины, старушки, да, собираются около дома, выходят, обсуждают, уходят обратно, да? Также мы можем дальше в таком же духе жить, давать Микоянам возможность. А другое дело, что мы будем превращаться в какую-то силу, понимаете? Тувинец, МГУ преподает, почему я тоже не должен был ее знать? Я Рудене преподаю, допустим, вот встретились, знаю, что есть тувинец, МГУ и так далее. Другим познакомиться. Завтра почему другим не познакомиться. Мы попытались это делать. Фронта Бедрович знает. Был один татарин, Абдуллахид Ниязов. Понимаете, он всегда на эти собрания приводил каждый раз молл, религиозных мусульманских лидеров. Понимаете? Он подавил наши начинания, к сожалению. Я ему говорю, приглашай адмирала, адвоката, врача, а он религиозных лидеров исламских молл, понимаете? А здесь вот в рамках тюркского мира, что у нас есть и иудеи, караимы, крымчаки, и православные, наши чуваши, братья, гагаузы, якуты, тувинцы, допустим, буддисты и так далее. В рамках этого, какой богат наш мир, и можем объединиться и спокойно двигаться. Почему мы не будем свои интересы защищать? Почему наши историки, как он говорит, не будут писать правду, чтобы мы все знали, что это не русский национализм, а сосед нас, армянин, направлен против нас, понимаете? Пожалуйста.
Я уже, можно сказать, уже вникаю, я хотя первый раз вот здесь. Мы тоже первый раз. Нас было так начали, потом успокоились. Благодаря Ниязу. Хотя участвовал во многих конференциях, посвященных именно тюркской тематике. Бывает такая заслонка, казачки называются. Ну, во-первых, древнюю религию тюрков, тенгрианство, хотя сейчас проводятся вот эти конференции, посвященные тенгрианству, но это вряд ли объединит всех народов сейчас, в данный момент. Главное, вот сейчас, на мой взгляд, вот по высказыванию ваши и мои соображения, это как раз то, что вот именно вот связывает геополитика. Наше состояние, нашей территории, которые сейчас мы в данное время живем. И вот наш коллега, он правильно сказал, надо записать какие-то главные темы, к чему надо идти, к чему, с кем бороться. Вот мы вдвоем с Республикой Тува, да, в прошлом году Тува отмечала 2 крупных юбилея. Первое – это объявление протектората России на Тувой, это в 1914 году. Это как раз 2012 года мы освободились от маньчжурской династии Цин, то есть подразумевается Китай. Потому что маньчжуры уже китаизировались к тому времени. Потому что Китай, он перемалывает все своей культурой. Также в свое время монгольских ханов, монгольская династия, тангинская династия, ну, в общем, это и политика, разделяй и властвуй. Все китаизируется. То есть малыми средствами всегда побеждали. Вот 14 год это был протекторат, это первое столетие крупное юбилей. И второй юбилей 70-летие вхождения Тувы в состав Советского Союза. Древняя религия это тенгрианство. Да. Ага, тенгрианство, тенгри. То есть, вот еще раз скажу, что тенгрианство вряд ли объединит сейчас все тюркские народы. И вот второе, это вот вхождение в состав Советского Союза. Вот сейчас мы более 70 лет живем в большой семье. Об этом я всегда говорю, что в большой семье Советского Союза. Хотя Советский Союз уже распался, но все равно мы общаемся. Москва это такой город, где все бывшие республики, ближние ближе, до сих пор приезжают в Москву и здесь общаются, здесь работают, общаются. И здесь я даже вот, хотя вот только больше года здесь живу в Москве, но у меня сложилось такое мышление, то есть мысль, что в скором времени, ну, прежде чем вот это сказать, я скажу, что вот почему московское государство победило Золотую Орду. Есть такая версия, что крестьянские женщины, да, русские славяне, они рожали больше, чем кочевники. И вот они становились больше и больше, и вот потом нужна территория, и те народы, которые в меньшинстве оказались, они вот уже вошли в их влияние. И тогда началась вот, начиная с Ивана Грозного, Ермака в 1771 году, вернее, Ермак разбил Кучума, и вот огромная территория, Сибирь, Дальний Восток, это уже вот в составе Московского государства. А потом уже Российская империя Петра Великого, Петр Великий объявил Российской империей. И сейчас, по-моему, идет обратное такое. Сейчас вот, в основном это мусульманская религия, что нельзя абортов делать, и вот мусульманских народов, не только мусульманских, но те традиционные культуры, да, вот их становится много больше и больше. Даже вот, да, рождаемость больше по переписи. Например, вот мы тувинцы, да, когда вошли в состав Советского Союза, нас было 95 тысяч. Сейчас более 300 тысяч. То есть сколько лет прошло? 70 лет? Да, 70 лет прошло. За 70 лет прошло там... Вот что такое будет состав России. Мирное вперед, да, и рожай. Да. Вот, пожалуйста,
Также и вот кавказские народы, и идет смещение, например, вот я здесь в Москве вижу очень много смешанных народов вообще. Это как раз вот идет глобализация, я вот не боюсь это слово. Путин он сказал, что евразийство, не Европа, не Азия, а именно вот евразийство. Да. Видимо, на мой взгляд, в скором времени появится еще одна цивилизация, основанная на как раз вот то, что мы сейчас говорим, на основе тюркского и славянского, в большинстве своем. И если появится такая объединенная, такая новая культура, новая цивилизация, то, по-моему, даже Китай мы отбросим. Всех. Потому что, да. Китай всех. Потому что у нас есть все. Да. И немножко расскажу. Вы такие заявления не делаете, не пугайте. У нас формат беседы такой. Российский. Наши тувинцы, да, есть в Западной Монголии, не только в Западной, но по всей Монголии. Нет, от всех можем защищаться, от всех, кто хочет нападать на нас. И в Китае как раз вот Синьцзян-Югусов регион, там по последним данным чуть более 5000 тувинцев. Но их называют Туркменчак. Но их причисляют ни под монголам, ни под казахам. То есть такой нации в Китае нет. Вот они не пишут. Более 5000. Тувинцев. Это же монголы. Да, в основном монголам. Это монголы, не казахи. Нет, и казахам тоже причисляют. Они не разбираются. Вот, правильно сказали, они не разбираются. Да. Это монголы, это калмыков не отличают от монголов, но по большому счету правильно называют. Да, вот если сравнить Республику Тува, да, с нашими тувинцами, то их участь очень плачевная. То есть, во-первых, не причисляют, да, их просто они исчезнут в скором времени. Языка нет, Да, то есть национальной школы нету, причем даже они жалуются, что китайцы заставляют говорить по-китайски, забывая свой язык. Да. В горной местности это село Синьцзян-Югусов, это да, Восток. Ну, немножко есть Урумчи, но уже это интеллигенция там. А так в основном горный делают рядом с Казахстаном и Монголией. Вот этих. Все рядом. Абсолютно. И также плачевно, хотя там в Монголии там чуть-чуть более-менее, но все равно Монгол тоже причисляют тувинцев. Да, по всей Монголии всего одна начальная школа тувинская. Это в Западной Монголии, это Цимбирские. Их, они тоже ассимилируются, все, в скором времени их, они исчезнут. Просто земля их останется, название, географическое название останется, а так... Тувинские этнические названия, когда появилось? Нентова это в тюркское время. Но монголы назвали... Они же уйгурам принадлежали. Нет, само название Тува Тува появилось, да, в тюркское время появилось, но нас в монгольское время назвали уренхайцами, хотя это не монгольское слово, а ближе к тунгусо-маньчжурской группе относится уренхай. Хотя этимология это до сих пор неизвестна. Потом Сайот там от слова Саян. И вот только в 21 году, когда образовалась Тувинская народная республика, мы взяли исполнили слово. Есть версия, что слово «тыва» произошло, вернее, просто есть угрофинское происхождение. Ты или ды – это земля, а ава – это по-тюркски это е будет, да? Мать. Ага. То есть мать-земля вот, переводится как. Ну, типа Ева, то есть, да? Ава. Ават. У нас Ават как раз Ева называет. Ну, это угрофинское. До сих пор вот у угрофинских народов я вот сам интересовался. Авай, ава – это мать, мама. Е
Это тюркское же слово, чисто тюркское. Корни все равно у вас киргизские. Ну, у нас общие, все киргизские. Только не казачьи. Хорошо. Ну, на Всё, этом, да? наверное, ага, все. Спасибо. Нет, я просто не сказала. Да. Хотите? Ну давайте мы послушаем вот наших. Дагестан, Карачаево-Черкесию. Потом мы глобальный. Я хочу вернуть вот к теме. Наша тема сегодня тюркские народы, общество в России. Я вот только То есть маленький мы комментарий рассказываем хотел добавить. Он Вот сужает. О своих конкретных. русские победили кого-то и так далее. Никакой победы, ничего не было. Да, Понимаете? Вот, просто- извиняюсь, за министра образования России выступить, там был момент, что монголо-татарский игу хотели убирать с учебников. Да, это... И вопрос был, и аргумент в фактах он ответил. Он сказал, что благодаря монголо-татарам мы построили русское государство. Да, правильно. Понимаете? Да. И благодаря русским Россию 90 тысяч человек стал 300 тысяч. Благодаря российским, так сказать, захвату Кавказа, Северного Кавказа, Азербайджан стал сегодня независимым государством. Понимаете, мы как бы исторически перед друг другом, вникая друг в друга, помогли друг другу. И даже вот в Кремле есть, Кремле есть церковь, где вот крест и мусульманский полумесяц. Это совместное построение тюрками и русскими этого государства, понимаете? И никакой противостояния иго ничего не было, как армяне писали, микояновские идеологи, понимаете? Это совместно тюрки и русские князы, сестер давали замуж хана, хан давал сестер русскому князю, понимаете? Это было совместное проживание наших народов. Даже Европа до 19 века назвали Россию татарией. И боялись нас как татарии, понимаете? Они до 19 века нас Россия назвали татарией. И опять нас боятся. Нет, я вот по этому вопросу Да. коротко. Да. Маленькое как бы вот примечание, просто примечание. Да, да. У нас в МГУ, я преподаю на мехмате, кроме других факультетов, Да. есть профессор Фоменко. И его работы уже признаются. Уже историки начинают думать, как им проанализировать свои источники, пересмотреть. Значит, его концепция состоит в том, что очень много было искажений в истории. И, например, 300 лет фактически приписано. То есть мы сейчас находимся не в 21 веке, а в 17-18. Это было сделано европейскими королями, чтобы, понятно, исказить историю под себя. Как вы говорите, под себя. Под себя, да, правильно. А вот по поводу, как говорят, татаро-монгольского ига, Фоменко, интересная концепция, ее придерживаются, что вообще монголов здесь и быть не было и не должно. Да, конечно. Никаких монголов. Это были тюрки, никакие Да, монголы, может быть. это Тюрки были союзы Да. русских князей Да. с тюркскими племенами, ханами. Да. Это была та раздробленность, которая позволяла одному русскому князю брать, да, брата. И все. Но это и говорит о чем? О том, что укорененное переплетение, в том числе этническое, в том числе культурное и языковое, было давно. Вот именно, вот именно. Вот Было это надо давно, навести. и разорвать это нельзя. И говорить, что есть чистый русский этнос, вот когда мне говорят, я чисто русский, я говорю, ты посмотри на себя. И по скулам. Ты по культуре, да, по происхождению, но там есть много генетически, да, переплетено. А когда мы говорим о смешанных семьях в советское время, я ездил в Грозный, когда, в те времена, там было 25%, да, смешанных семей. 25%. Русские, да, украинцы, да, и все это было. И это осталось, сохранилось, и это нельзя убрать из истории. Вот когда мне сейчас говорят, что, да, ну и вообще татары, ведь это не этнос. Татарами назвали, почему? Потому что разговор тар-тар-тар. А на самом деле это булгары. Булгары это совсем другое этнос. И много очень
из истории вот этого взаимодействия русского этноса и тюркских этносов, племен, когда, ведь оно еще не описано. Когда Фоменко этот вопрос вообще поставил, то сейчас стоит задача перед академиками пересмотреть свои подходы. А как академику пересмотреть? Как это? Я что, ошибался? На этом я сделал докторскую. Академик, кандидат. Да. То же самое случилось, когда, например, у нас на факультете психологии разработали теорию поэтапного формирования умственной деятельности, которая позволяла всех детей, без исключения, учить только на отлично. Так Академия педнаук возникла против. Это что? Значит, мы должны свою методику обучения отбросить и закрыть Академию педнаук, а учителей переучить всех? Нет. А на самом деле каждый ребенок, вот это доказано, и теоретически, и практически, экспериментальные школы есть, должен учиться в школе только на отлично, а у нас троечников 70%. Кто за это ответит? То же самое в этой истории сегодня. Вот сейчас для меня вот открывается очень много, когда мы эти вопросы обсуждаем у себя в МГУ, разговариваем с историками, мы разговариваем с документами. А когда мы вот как бы вот сейчас, как вы сказали, разговариваем как представители интеллигенции каких-то народов, как представители гражданского общества, то тогда ученые должны отвечать не перед Академией наук, не перед своими докторскими и документами, которые... Фоменко говорит, много документов у вас ложных, ребята, пересмотрите. Вот он сейчас внес эту смуту, и на Западе уже прислушиваются к нему. Наши пока противостоят. Ну, наверное, надо будет пересматривать. А вот ответственность ученых теперь и перед гражданским обществом, и перед народами, наверное, должна наступить. И вот, может быть, действительно первым это будет необходимость глубоко посмотреть вот это татаро-монгольское, конечно, там было усиление одних, усиление других. Вот с позиции того, как история переплела все это, и что без этого уже России нет и быть не может. Поэтому здесь, я думаю, задача-то и стоит. Наверное, объединение не отдельно чисто тюркских народов, отдельно от других, а все-таки вместе с теми, кто и, да, может быть, и не чисто русские, но проживающие там в тех и бывшей интеллигенции этих республик. Многие-то уехали оттуда. Но когда я с ними говорю, мы, говорит, там родились, там были интеллигенции и вынуждены были уехать. Вынуждены были из этих республик. А назад как вернуться? Как вернуться? Вот это проблема. Ну и последнее было больше. Просто мне... Да, меня вот это заинтересовало очень. Я это небольшое примечание сказал, чтобы о Фоменко мы подумали. А главное для меня вот что. Когда мне говорят, есть международные какие-то вот этот национальный вопрос, да, столкновения, непонимания, конфликты и так далее, между народами никогда не может быть в принципе никаких конфликтов. Я как специалист, занимавшийся этим вопросом, мы попытались в свое время в 90-е годы написать, значит, словарь, а потом, может быть, энциклопедию по национальным отношениям. Ни один ученый уже не согласился. Мы, говорит, не понимаем сейчас, что происходит. Национальной политики в государстве не стало в 90-е годы. Ее просто разрушили. Ее вообще. Сейчас она как-то восстанавливается, но ее пока нет. Это надо признать. Национальной политики и идеологии государственной в стране, в России нет. Мы это, как ученые, понимаем. Каждая партия пытается навязать свою партийную. Многонациональный российский народ никакую партию, никакую идеологию не принимает. Вы извините, кто-то представитель Единой, коммунисты, там все, пожалуйста, да. Но идеология должна быть какая-то иная. Какая? Это еще надо думать. Но без нее тоже нельзя.
А политика национальная – это самое сложнейшее, что вообще было, есть и существует. До сих пор нет концепции этой. А каждый народ, он самодостаточен. Он не претендует на другой народ. Другой вопрос, правители этих народов натравливают один народ на другой. Кто? Да, олигархи. Что там скрывать? Или, да, те, кто хочет наживиться на другом народе, правильно? Натравливают свой народ на другой народ. И это называется национализм, дорастающий до нацизма. Что мы в Украине видим? Чего они хотят? Что мы не понимаем? Стать кем? Панами. А использовать кого? Свой народ, натравливая на москалей и на всех других народов. Это не, как бы вот, ну, как бы, должно быть принято как гипотеза. А вот интеллигенция как раз и есть представитель народа. А интеллигенция молчит, к сожалению. Везде молчит. И русская интеллигенция молчит. Не надо, не надо. В свое время говорила интеллигенция. Не надо. И грузинская, и русская, и другая интеллигенция. Мы говорили друг с другом. И до революции говорили. И после, в советское время говорили. Интеллигенция все-таки определяла. Сейчас интеллигенция молчит. Значит, были ряд ученых, вот в эти 90-е годы. Так что, один из историков великий, который Лихачев, да? Он говорит, не называйте меня интеллигенцией. Я специалист, я интеллектуал, но я не интеллигент. Потому что интеллигенция слово нехорошее. Вот до чего дожили. А без интеллигенции народ просто становится стадом. Любой народ. И есть два способа, как бы, или завоевания, или как бы приобщения, присоединения народов. Один тевтонский, немецкий, какой? Они сначала уничтожают интеллигенцию, и через одно-два поколения народ ассимилируется. Они это делали. Так делают, нет, русский народ так не делал. Вряд ли, то есть не надо. Все время приобщали. Китайцы делали, Северный Китай, очень много тюрков ассимилировали. Китайцы, да. Делали. Я ездил на Дальний Восток с китайцами. Хотел учить китайский, потом не захотел. Я 12 лет изучал вот этот вот процесс, как они, да, поднимались. У меня столько информации. Но когда я с ними общался, я понял, с двумя китайцами можно общаться, с тремя. 4-5, все, они тебя уже не видят. Там интеллигентности нет как таковой. И духовности нет как таковой. Поэтому чужие мы этносы. А вот с другими народами укорененными у нас есть общность. Общность и культур. Да и религиозная это общность. Религии-то они общие. Что там говорить? У китайцев же нет религии. Это единственный народ, у которого нет религии. Религии есть. Нет у них религии. Нет у них религии. Есть, нет у них много чужих религий. Своей китайской религии у них нет. Нет. Это единственный народ, у которого нет религии. В этом отношении они страшны, конечно. Да. Вот объединить интеллигенцию и собрать интеллигенцию. Форум интеллигенции сначала надо. Я вам сейчас расскажу о форуме интеллигенции СНГ, которую провели у нас в МГУ. Это было лет 8 назад, 10 назад. 8-10 лет. Так вот, об этом форуме никто не знал, даже мы в МГУ, ну, поскольку мы-то участвовали, вот. А я спрашивал молодежь, студентов, я говорю, вот сейчас проходят они, что проходит? Форум интеллигенции. Какой интеллигенции? Провели для галочки форум интеллигенции и разбежались. А без интеллигенции невозможно никакого другого объединения. Ни культурного, ни религиозного, межрелигиозного, межконфессионного, ни этнического, никакого другого. Вот если бы кто-то мне сейчас сказал, что ну, действительно в правительстве российском есть интеллигенция, покажите мне ее. Я не вижу. Да во многих правительствах нет. Правильно, да. Есть госчиновники. А интеллигенция – это нечто другое. Спасибо за интересное выступление.
кроме Фоменко, кстати, Гумилева, обе тут писали, что Гумилева, да, было. тюрки и русские создали это Да, казалось вместе. Гумилева было, да, Хотел да. сказать. Вы одну Но вставку с древней У Тюркии- Гумилева было особое мнение. Да. А этот требует пересмотрите документы. Не должно, монголы никак не могли сюда попасть, никак, вообще физически, через Да, кстати, еще один историк русский, вот фамилия, есть 22-й встреча, она вот библиотека говорит, что у него такое же мнение, что никакой захват не был и так далее. И говорит, здесь места не было для слушателей, которые не было места. Вы тему подняли хорошую. Да, да. И 22-й еще один, русский ученый, будет встреча с ним снова. Да. Значит, Я хотел немного замечать. да, да. Татаро-монголов. Давайте, Одно слово. Шарик, Одно давайте, слово. я прошу, друзья, Да. вернемся к нашим баранам. У Давай. нас конкретная локальная тема. Да. Не будем, понимаете, Ну, и сам- мы конкретно хотим, вот по нашей теме говорим. Мы Да. обо всем говорим, и в то же время Да. не Давайте говорим о наши наших проблемах. кумыкские товарищи, если Да, желаете у нас же выступить. Да. проблемы есть. Пожалуйста. Выслушаем вот именно Кумыков, Карачаевцы, мы же не знаем их проблем, понимаете? Вот сейчас вернемся потом. Я хочу, все говорили на русском, я хочу на кумысом начать. Assalamu алейкум, hoş geldiniz. Biz burada жыламыз, барымызда biz birbirimizni anlama gerekmiz. Ben komutçu söyleyeyim. İsmini anlayımsaz, orçça Ben komutçu söyleyeyim. Komutçu. Anlayımsaz. Русский говорим, придется. Полностью понимаю, если как. Все понятно. Все понятно. Biz bunlar aramızda жыламыз, biz bir Мы milletiz. собрались здесь. Türk millet her özünün dilini söylese biz birbirimizi anlayacağız. Туркмен, тюркский. Сами говорят на своем языке. Ben söyleyime konuşacağız. Biz oruçlu söyleyip kursam, benim millet ayrıla, til unutula, til unutulsa millet А, olmaz. все нас забывает свой язык. Doğru. Biz şöyle cilan yerde özünün tilimiz her bir söylese, bizim millet de tilimiz. Doğru söylüyorsun. Konağımız var. Rusça olsa daha iyi olur. Мы должны свой языk. Konağımız var. Konak getirirler mi? Вы чуть погромче говорите. Я вас не слышу. Света хорошо переводит. Переводит сразу, да. Он сейчас перейдет хороший язык, да, на русский язык. Нет, я начинаю изучать. Да. Мы собираемся, Карачаевский. говорим на русском языке, вот мы здесь есть тюркские народы, которые друг друга понимаем, каждый будет на своем языке говорить. Мы когда не говорим на своем родном языке, мы теряем свою культуру, свой язык и свою нацию. Когда теряется язык, теряется нация. Когда я здесь, мы собирались, тот раз татарская община в Москве собирался, в Москве основная часть татаров не знает своего языка. Когда говоришь, ты татарин, говорит, да. А его татарский знаешь? Нет. Какой же татарин, если ты языка своего не знаешь? Я дома тогда тоже говорил, когда мне дети говорят на русском языке, я им ставлю минус. Если слово русский скажет, там у них минус, это замечание. Один сколько кто набрал, тому там минус 2, там, минус единица, 4, 5, кто как поведет себя. Если мы не будем у себя же дома, своих же детей там, или между собой не общаться на родном языке своем, культуру своей дома не будем, мы не сможем их распространять дальше. Как говорится, у нас основное в Дагестане, то, что проживает в Кумыке, основная часть Дагестана, коренное население Дагестана. Чечня, у нас коренные Кумыки проживают в Чечне. У нас Северная Осетия, Алания проживает в Кумыке, коренное население. У нас основная 150 тысяч населения проживает в Кумыке, в Сибири. И у нас 8 сел в Турции проживают, которые 150 лет назад переселились в Турцию. В Кумыке 8 сел там. Основная часть Турция, да, Севастополь, Мокро, Примерно сколько тысяч? Там. Где-то 20-30 тысяч. А Дагестане сколько живет? Дагестан 650 тысяч. Общий 650? Около миллиона. Официальная статистика занижает, да? Официальная статистика занижает, это политический момент, то, что республика занижает, то, что вся политика, вся инфраструктура, вся развитие идет на равнинах, на кумыкских землях, которые на сегодняшний
сегодняшняя основная проблема кумыкского народа, то, что земли идет отгонное животное, статус делает только единственная республика, где она есть. Статус земли отгонное животное. Все земли кумыкские отдают просто народу. У вас школа интересов в школе Кумыкской? У нас в каждом селе в школе изучают литературу, адабият. Но история на сегодняшний история Дагестана начинается вот такая книга, Имам Шамиля заканчивает там русскую историю. Ну, известно, что вся история Султана Махмуда, которая начиналась там, Рамина был из халифат, никакой истории там нету, потому что там Угрозы Династии, которая Джамал Кингурмаса, который между Лениным и Ататюрком договор подписывал даже все отношения России и Тюркии. Наша история, как бы, кумыкская история убирает, даже то же самое литература насчет образования части литературы. У нас все писатели, основные кумыки в Дагестане. Наши дети читают в школе, там, начиная с 4-11 класса литературы, делаешь там пару стихов, остальное все для национальности. Если мы сами же не будем знать свою историю, солдаты же не спорят там, да, я думаю, расскажи свою историю, он не будет. Основная сейчас не дома же изучаешь, что ты в школе дома. Управляем детей из наших налогов, эти же учителя все зарплату все получают, используют наши же ресурсы, плюс не обучают тому, что не надо. Значит, в Дагестане по численности его на каком месте? По численности в данный момент третий. Третий, да? А на первом Первый аварц, который все национальные соединения сделали. Я тебе скажу комментарий к этому, да, значит, был такой Даниялов, был Даниялова, да, командир сектора обкома. Микаэль его назначил туда. Сказал, переписывай малые народы, которые говорят на своем языке. И 12 народов переписали аварцами. Почему? Чтобы первый секретаря делать аварца. Это задача Микаэля, что я тебе назначаю, перепиши. Почему говорят, аварцы друг друга не понимают? Потому что есть аварцы, допустим, 500 тысяч, а другие еще 500 тысяч, которые на своем языке, они не понимают друг друга. Кумык же был сектор обкома, допустим, кумыкский язык межнациональных отношений, чтобы кумык не был первым секретарем и член ЦК не был, это была задача Микаэля. Он достиг этого. Вот эта тенденция в Китае есть. Северные китайцы, южные китайцы не понимают по языкам. Но они разговаривают между собой по письменности. Маньчжурцы не понимают южным, шанхайцы. Так что, чтобы единый Китай создавать, выделить это этническую группу, состав Китая. А что касается уйгуры единственное спасение это исламизация этого общества. Тогда уйгурцы будут сохранить самого себе как нацию. А другой вопрос, пожалуйста. Да, да. Я вот и, к сожалению, опять вот в кумыкском вопросе, опять вот наследие Микаэля до сих пор продолжается. В прошлом созыве 8 лезгин был, 8 лезгин. Почему? У них есть претензии к Азербайджану, они все депутаты Госдумы. Ни одного кумыка нету. Вот почему я говорю, давайте объединимся, это наследие уберем. Понимаете, почему нам вот объединяться, истории знать друг друга. Понимаете, вот, к сожалению, опять вот армяне лезгин работают. Они дагестанцы, соседи, братья. Но из-за того, что у них претензии к Азербайджану, им дорога. Депутаты Госдумы, они должны быть. То есть до сих пор во власти в Москве был, да, Микаэль, его наследие и так далее. Но слава Богу, сегодня и Микаэль ушел в сторону ее наследия. Сегодня нормально, разумно мыслящий Путин есть, который он видит тоже только в Славянском Союзе. Почему нам свои права, вот, права кумыков, которые были в первом месте, почему они не должны быть от своего края депутатов? Почему нам надо объединяться вот для этого? К сожалению, вот там тоже вот игра, рука и так далее себе до сих пор даже. Микаэля нет, но его политика продолжается. А эту политику надо изменить. Один кумык не справится. Если объединимся русским, другим тюркским народом, мы тогда будем результат достигнуть. И с казахами тоже. И казахам обязательно, да. Казахов много, и они в этом деле... Много культурных мероприятий провели в прошлом году
в Дагестане молодежный форум по сохранению традиций культуры Кумука Эльдар-Юкла. Пригласили туда и азербайджанцев, татаров. Приехали с Татарстана Альметьевский театр, показали нам спектакль. Там балкарцы приехали, карачайцы приехали, там нагайцы. Там было около 600 человек. В течение 2 дней это провели форум. Был каждая постоянная программа, каждое село презентует себя. Они как бы рассказывали, как создавалось село, кто обосновал село, какие национальности живут там, когда они переехали туда. Как бы это получалось и история села, плюс их необычаи и моменты. Мы в этот год поставили в Дагестане программу «Сейчас мы ищем финансы», театральный фестиваль тюркских народов. Основное то, что в Дагестане Кумыкский театр, это театр, который прошел недавно после Республики Дагестан, прошел столетие Валет Мурадовой, известной актрисы Кумыкского театра, которая весь театр как бы держалась на ней, основная, то, что, поэтому как бы решили в Дагестане провести тюркский фестиваль тюркских театров. У нас как бы проекты такие есть, хотим провести в Стамбуле конференцию переселенцев. У нас как бы 150 много народов переехали туда. Планируем, у нас как бы ряд культурных мероприятий таких есть. И в Москве тоже иногда проводим мероприятия культурные. Да, и кстати, вот когда создали Дагестан, как бы негласная была установка, вот когда Ларцан перешел в власть, что второй человек будет кумуком обязательно, представитель правительства. Сейчас, к сожалению, это тоже не соблюдается. Сейчас представитель правительства не кумук, последний год. К сожалению, здесь наследие нашего друга Микояна продолжается. У меня теперь к вам вопрос. Да. Ну ладно, вот тюркский, вот мы сидим, я вот, например, представительница казахского народа. Вот, а почему нет узбеков? Вот, почему мы не приглашаем таджиков? Нет, я узбеков пригласил. Он обещал, что 2 он отправит. Значит, таджику я одному товарищу пригласил, почему его нету, не знаю. Потом еще вот Гагаузом я сказал, он сказал, что я уезжаю, президент приезжает, он будет президент. Вот Гагаузия и вот Узбекистан меня подводил, к сожалению. Караим меня сегодня даже звонил, главный редактор газеты Караимов, что я сегодня буду. Ну нету. А балкарцы есть? Балкарцев, я и сказал, узбеки праздновать, вот да. Поэтому их отсутствует здесь. Да, ну я думаю, в следующем составе же сами еще своих знакомых пригласим, да? Потому что, допустим, кое-каким народом первый раз Чувашия не обращался. За то, что письменно мы не отправили, я думаю, в следующий раз письменно отправим, что вот, допустим, ролл тюркского мира, там, в современном процессе, как назовем следующую конференцию, допустим, более в полном составе, официально отправим заявку. Я как бы по телефону говорю, там Чувашка, там, руководитель организации, вчера. И много-много казахов пригласим. Ну, казахам у нас вот Жанна есть, адвокат коллега, она уехала, она сказала, 3 казахские организации она пригласит. Вот она приедет, почему я скажу, что казахов нет. Она сказала, в Москве 3 казахские организации. Ну, к сожалению, у всех, говорят, проблемы первого лица. Но замы, говорят, у вас будут на встрече. Послушаем Карачаев-Черкесия. Да, Карачаев-Черкесия. Карачаев. Да. Да. Да, как представитель. Да, представитель Карачаев-Черкесии, да. На своем языке пару слов. Правильно вообще объяснить. Начало, на самом деле. Да, у нас, ну, чем славится наша республика? Тем, что самое больше национальностей живут в Карачаев-Черкесии. 78 национальностей. 78. Все почему-то спрашивают, а почему в Дагестане же больше? Я отвечаю, в Дагестане не больше, в Дагестане просто... А у нас 78 национальностей. Но в основном у нас, население это русские, карачаевцы, черкесы, абхазинцы, нагайцы. В основном. А так 78 национальностей. Ну, как они все называются? 78. Вот картина нас нет, она никак не называется. А? География, расположение, это этнический кто это вот полностью информация мы хотим. Значит, с одной стороны, подножие Эльбруса находится мы, с другой стороны, Кабардино-Балкария. Балкарцы и карачаевцы, это мы
одна нация. Один Балкарская народ, одна часть нация, вообще один язык. Да, один народ. Просто Зачем разделить? во время Сталина их разделили. И теперь балкарцы перешли отдельно, это Карачаево-Черкесия. Просто то, что знает о нас, вообще-то до 80, даже 5-го года не позволяли даже, когда людей хоронят, даже вот руки вот так держать. Потому что это нельзя было делать. Ну, это уже политика была. Когда партия, правительство. Опять Микояна, да? Микоян другой день. Переселял карачаевцев туда, назвал город Микояном, город назвал Микояном Карачаева. И армян начали переселять туда, и грузин. Серьезно, сейчас он подтвердит опыт. В 1976 году, когда я начал работать в Госбанке, в 1976 году, все документы были по-грузински написаны. И тогда Карачаевск назывался Кулхорой. Это Карачаевцы выслали в Киргизию, Казахстан. И тогда Сталин заселил грузинами. И поэтому половина Карачаево-Черкесии отдали Краснодарскому краю, Краснодарскому краю другую грузинами. Нет, грузинами. Там сваны есть, Мингрель есть там. Сваны были там. Ну там, в основном сваны, да. И там все по-грузински было. Потом все документы повыкидали, начали писать по-русски. А что, никого В не 1942 году нас выслали, в 1956 году Никита Сергеевич Хрущев нас выслал. И даже чтобы о нас мало говорили, о карачаевцах, даже ставили такие возле дорог такие камни и там писали, что карачаевцы это бандиты, убийцы и все такое. И даже было время, когда в Тиберде, давай Тиберде, многие из вас были, даже в Тиберде был детский дом, который после войны уже уничтожили. Все-таки там написали, что бандиты и их приспешники, значит, карачаевцы. Потом впоследствии убрали камень, потому что это неправда было. Просто. И поэтому где-то уже после 1987 года началась наша история правдивая карачаевцев. Скажите, процентное демографическое соотношение. Соотношение у нас сейчас, да, ну, когда выселяли половину от 50%, понятно, что они погибли. Сейчас карачаевцев где-то около 150 тысяч человек. Процентное отношение. Процентное соотношение 50 на 50. 50% карачаевцы, остальные все А само население сколько дальше у вас? около 350. 350 тысяч. Из них Балкарцев 90 тысяч, 100 тысяч. Балкарцы, да, их нет, их меньше. Их меньше, где-то. Они увеличились, сейчас за 100 тысяч стало. 120 где-то. Нет, их нету. Нет, я имела в виду. Нет, ну последние вот 3 года было где-то около 80 тысяч балкарцев. Извините, там вот недавно я читал книгу «Вклад репрессированных народов в победу Великой Отечественной войны». Там есть как раз вот репрессивные народы, карачаевцы, балкарцы. Там книга написана в 2010 году. Там вот то, что вы сказали, там вот эти цифры подтверждаются. 150 где-то карачаевцев и где-то 80 или 90 тысяч балкарцев. Сколько? Ну да, они были, но про выселение. Сколько процент черкесов? Черкесов мало. Ну нет, я знаю. Я спрашиваю точно, сколько? 20 будет? Где-то 25-30 тысяч черкесов, абазен 15-17, вообще мало. Нагайцев тоже около 25-30 тысяч. Остальные уже у нас в основном. Казаки. Ну, нет, казаки русские. Казаки там несколько сел у нас. В основном русские. А термин, значит, нагайцы это то же самое, что татары? Да. Что Азербайджан? Тюркский. Тюркский, да. Нагайцы это что казахский? Да. Нет. Казах, нет. Нагайцы в Дагестане, я вам скажу еще более страшную вещь. Если только по получается. Нагайцы наши деды.
Среди нагайцев очень много найманов. Нет. Спасибо. Нет. Спасибо, Борис. Борис, вопрос какие-то? Если в одно время, если помните, у нас чуть ли не революция была, когда черкесы и карачайцы начали дележ республики. Но это не народы, как Владимир Иванович сказал, а там были высшие политики, которые... Это вот, я поясню, товарищи. Это вот половину моего туловища пришили к Шарипу, а туловище половину ко мне. Знаете? Кабардинцы и черкесы, и адыгейцы — это три части одного адыгейского этноса. А карачаевцы, балкарцы — это один этнос. Они, карачаевцы, выселились из этих ушелий. Но это специально было сделано. Это специально, вот это была политика. Была такая политика. Как раз вот в этой книге там пишет, что хотели отдать земли Грузии. Вот эти земли. Так они и забрали их, да. Пока не вернулись карачаевцы. И потом уже ни одного грузина там не осталось. Видите, как получилось? 30 лет Советским Союзом правили кто? Вот. Грузины, армяне, так? После него власть перешла в течение 30 лет к украинцам, или, как говорят, хахлам, от Хрущева до Горбачева. Русский во главе Советского Союза никогда не стоял. Как мы не угадали, что нельзя хохлам давать? Как? Сегодня на Украине что творится? Видите, да, вот Карачаево тоже наследие. Сталинское, микоянское наследие. Назвали город Микояном, переселяют туда грузин. Вот я вам говорю, почему нам объединяться? Да, объединяться. Шагай это черкес был, его подводили черкес. А Кулхорик карачаевец был, подземный карачаевец. Вот у меня от Бориса Ильича такой вопрос. Он мне, может, для всех. Я как человек, который изучал языки и пытался изучать, в том числе и татарский, и башкирский, потому что много было в детстве общения, казахский не учил. Не учил, откровенно говоря. Научил. Да. И мне Борис Ильич сказал, что, говорит, если будешь знать карачаевский язык, будешь понимать все языки. Да, самый легкий. То есть в этом уникальность вашего языка. Самый легкий язык. И тогда я изучил. Я Нет, какой мне язык лучше начать изучать? Вот хотите казахский, хотите карачаевский, хотите кумыкский, любой. И алтайский, да? Любой берите. Почему? Потому что мы в Академии безопасности и права, где я первый проректор, мы введем изучение вот именно одного хотя бы языка. Да, тюркского языка одного. Одного. Я думаю, вот карачаевского. Тем более Борис Амилович там проректор по кадрам. Тем более. И руководитель по региональным вот этим центрам. Вот это я обещаю, что мы введем обязательно изучение. Казахский как факультатив. Спасибо, вот спасибо. А вот карачаевский будем учить. Карачаевский, вот так. Близко к алтайскому, да? Да, вы как представитель большого казахского народа будьте великодушны. Наоборот, я казах всегда за это почитал. Вы никак не осознаете свои масштабы. Я всегда говорю, вот почему вы не издадите одну книгу кумыкского писателя? У них были самые большие мощности в Советском Союзе. Самые большие гонорары были Казахстана. Все московские генералы литературные, я вот сейчас я тоже литературный генерал по советским меркам. Понимаете, они издавали, потому что гонорары были, ставки самые высокие. Я говорю, почему вы не издадите, тем более карачаевцы, балкарцы там были, одну книгу в год? Вполне достаточно, огромная была бы помощь со стороны Казахстана. А теперь казахские писатели сами сидят, не могут издаваться. Огромные республики. Хорошо, а есть учебники, чтобы вот я взял, конечно, чтобы как русский изучил? Русский словарь. Есть, если не слова. Сейчас вот в Славянском институте иностранного имени Тареза, здесь в парк-культуре открыли азербайджанский язык. То есть изучают, где есть выпускники, диплом дали и так далее, и так далее. Ну это да, это потому что межстрановое общение, это интересно. Есть вуз, где, вот, по-моему, в ГИСУ открыли тюркский язык, кафедра тюркского языка. Достаточно знать один тюркский язык? Да, достаточно знать, да. Значит, да. Кто еще желает из наших друзей выступить по этому поводу?
Начальник не хочет? Промежуточный, самый удобный. Я, друзья, только могу вас пригласить, должен пригласить. 7 числа, 7 июня будет Сабантуй, поддержать Сабантуй. Обязательно будем присутствовать. Это где? 7 июня. Где? Парк. Измайловском парке. Нет, Лианозовский. Где? Лианозовский. Лианозово. Лианозово, да. Скажите, пожалуйста, а почему ушли из традиционного исторического Измайловского парка? Да. Они не ушли, они ушли, что он отдельно обязан. Я живу там, поэтому у себя. Вот. Вот Лианозовский парк. Это метро Алтуфьево. Я там хозяин. Вот. Тогда заканчиваем, да, если все высказались. Кто желает? Я хочу, чтобы вы все поддержали. Да. Особенно Дагестан должен поддержать. Особенно Азербайджан. Потому что ведь и дирекция парка от меня требует, где, говорите, азербайджанцы, где дагестанцы, ну, вот в таком духе, где башкиры, у меня спрашивают, а их до сих пор нет. Я 6-й год вот провожу. В этом году будет 6-й год. Будем присутствовать. Обязательно. Вместе с русскими. Да, мы все вместе. Мы должны вместе. Актер Мазанович, мой покойный друг. Казахстан тоже. Хорошо, спасибо. Киргиз. Это 7 наверное, все. 7, да, воскресенье. Вот. Он всегда говорил, Света, говорит, без языка, без знания языка и культуры, общение, дружбы с другими нациями никогда не будет. Правда? Имран Ашевич Касулов, правда. Великий человек. То есть общения не будет, не понял смысл. Ну, в смысле, это не будет того эффекта, когда мы не будем знать свой язык и свою культуру. После этого я, конечно, начала изучать казахский язык. А до того мне даже... Нет, двуязычие это обязательно. Обязательно. Это обязательно. Это знать язык другого народа, это только приятно будет. Ну, я как-то преклонялась перед Алжасом Сулейменовым, тот по-казахски не говорил, он же писал по-русски все время. Зато какая книга написала? Асия, да. И я. Да. Что на русском языке взаимные слова от тюркского. Да. Очень Да. богатая книга. Да. И даже сам академик Лихачев, о котором мы сегодня говорили, интеллигент, не интеллигент, он же тоже сказал, ты просто-напросто мальчишка, что ж ты отвергаешь там Пушкина или вот слово полку Игореве, и вот ты пишешь. А, кстати, слово «укол» полку Игореве был на тюркском языке. Да. На тюркском языке. Да. Слово передайте Чингизу нашим другу. Вот что совместно понимать. Да. Алжас Сулейменов. Алжас Сулейменов. Пожалуйста, слово даем Чингизу Мальдему тоже. Вы ему защитите когда-то экономический факультет. Там турки курсы, все понимают, о чем речь. Сказать на своем, что сказать. Значит, 21 век, 2015. Смотрим на историю Америки, США. Белый дом. Президент Черного. В этом году проводит, значит, юбилей Дербенда. В журналах Дербенда написано, что Дербент азербайджанский город, которому 5000 лет, отмечает в этом году по указанию, как будто Дербенда 2000. Вот. Потом прибавляются. Дадим немножко это проблема современности, потом кто-то по нашей теме. Говорим, элита, союз, объединение и так далее и тому подобное. Выясняется, что два грузина и 3 армянина всех нас насилуют. Вопрос, что за элита? Как можно ему доверять, который управляет 5 человек? Если не дай бог, завтра у нас эта кнопка не сработает. То есть мы сегодня все яйца ставим в одну корзину. Там, где кнопки. Утром кнопки нет. Не сработает. А что тогда Средняя Азия через неделю китайцы? Если мы не объединимся, а вот как, если вот верхушка нас не защищает, а как нас? Простой пример. Один азербайджанский какой-то недоделанный Зейнал, он убил якобы кого-то. А на самом деле даже не доказали, что кого-то убил.
Везде искали по всей Москве азербайджанцев. Везде. И детей, и в школу, и везде. Как? Это что за общество? Вот, значит, я считаю, что, например, если в Белом доме президент черный пан, а почему премьер-министром Российской Федерации не татарин? И это проблема не решена. А где второй народ? Примерно 50 на 50. Где 50 на 50? Где правительство 50? Шойгу, Набиуллина. Которые ничего не решают. решают. Путина, слава богу, есть. Раньше не было таких, да. Значит, я думаю, что как минимум, значит, премьер-министром, почему бы не стать представителем турецкого народа? Если у нас 50%. Или мы опять будем ждать у нас еще иудеи дружественные. Да, да. Почему нет? Наши караимы. И они в правительстве тоже есть. Я вот как раз о том, что на самом деле насчет объединения, вот я к нашим это самым делам. Значит, насчет объединения. Вот мы собираемся, обсуждаем, говорим, конференции, форумы, круглые столы и тому подобное. Это, конечно, хорошо. Пока не будет одного большого проекта, который все будут готовиться к этому, у каждого своя доля, и у нас не будет ни объединения. Слова. Вот. И поэтому, например, я вот, к примеру, вот один вспомнил, оказывается, в этом году Чингисхану 860 лет, как он родился. В этом году, 2015. Я к примеру говорю, может, Чингисхан что-то, например, алфавит. Это собирается вот эти там 2-3 министра, которые пьянствуют, и потом про алфавит забывают, на русском тот говорит и расходится. Но нам алфавит нужен или не нужен? Я думаю, что вот мы объединимся и должны как раз вот содействовать, принять решение, чтобы эта работа пошла более интенсивно. Я говорю, почему? На самом деле, вот все китайцы сильно становятся каждым днем. Но наша элита вроде бы с Украиной воюет. А не дай бог, что есть какая-нибудь трагедия. А что с нами? Все думают, с утра вечером говорят, да, сокращение, куда нам будет? В Стамбул, что ли, ехать? Или там в Европу может податься? Представляете, никто себя не видит на своей родной стороне, себе это абсолютно будущего. Поэтому спасибо, что как бы собрались все. Я думаю, что давайте мы сегодня результат нашей первой встречи, вот что-нибудь решим, какой-нибудь проект обозначим, план, и что вот давайте к этому готовиться всеми. Потом это организационные вопросы, там это общение, там и тогда эти все разговоры про историю, все это само собой будет. Извините, я как видишь... Чингисхан юбилей вам нравится? Или не нравится? Или опять какие-то это самые... Не, предлагайте, я говорю, какой-то вот проект, давайте, чтобы это у нас был предметный разговор. Ну давайте какой-то совместный устав. Вот. Сейчас я... Да, значит, кто желает еще свое применение? Есть, ну, вот я считаю, нужен устав. Я так понял, что, значит, сперва, да, я так думаю, что мы проблемы наши видели, что, к сожалению, несправедливость тюркским народом, к сожалению, нас сталкивает русским народом. То есть нам надо, значит, послушав всех, я понимаю, что нам надо какую-то общественно-политическую, допустим, организацию создавать, чтобы в рамках этого в будущем действовать. На сайте есть, на сайте. Или второй вариант, в рамках конференции, допустим, обсуждать наши проблемы. Если создавать нам в будущем общественно-политическое движение, я буду просить вас, чтобы в будущем с собой из вашего региона одного русского тоже с собой взять. Потому что если мы это общественно-политическое движение, я сказал, без Морозова из Татарстана, без Сосковца из Казахстана не создадим, у нас опять будет чем-то обвинять. Понимаете? Мы только дружбой русским народом эту организацию можем создавать и двигаться дальше. Но русский должен знать тюркский язык. Да, он живет и знает. Молодец. Он проблемы тот знает. А как? И он,
никогда, я вот сказал, да, русские из Якутии или из Татарстана никогда не будут стараться, чтобы кто-то столкнули это народ. Поэтому, вот, значит, мне предложение следующей встречи, допустим, до конца апреля, в более расширенном составе, больше участием с еще других организаций, национальных меньшинств и так далее, организовать, допустим, в конце апреля большую конференцию. Обсудить, наверное, без нашего уважаемого Асакала, а в мае еще больше составе, уже с ее участием создадим оргкомитет под его же руководством. У него опыт есть создания общественно-политических движений. Когда-то общественно-политическое движение «Единая Россия», я сказал, да, он был один из создателей. У нас 20 лет назад мы это хотели делать. К сожалению, вот этот Ниязов, я говорю, да, мусульманским своим благом, забирали эти идеи от нас и ушел в другую сторону, стал депутатом и так далее. Продал мандаты. Да, продал мандаты. Здесь уже не мусульманской основе. Мусульманскую фракцию не создадим Думу, так сказать, в будущем. Мы здесь совместно, да, отказываются от религиозных, так сказать, принадлежности, что к какому религию мы принадлежим. Значит, представители всех тюркских народов и из регионов наших друзья русских. Создадим, допустим, общественно-политическое движение, допустим, Союз народов России или что-то. Вот. Кто за это предложение, и допустим, если эту идею поддерживаем, давайте назначим дату в конце апреля. Что в конце апреля уже казачка своя перенесла киргизу своего соседа. Увидеть, что с собой взял хакаса. Кумук взял своего соседа нагайца. И так далее. Как вы к этому относитесь? В конце апреля, еще, не, мая, до мая, еще больше, без вас. Осталось 10 дней. Не сможем. Вот мая, надо 17 мая. Да, где-нибудь, да. Где-нибудь 17 мая. Или последней декаде мая надо провести. Можно одно замечание? Да. Чтобы собраться и какое-то общество создать, и цель должна быть, так? Я говорю, объединение тюркских народов. Давайте найдем какой-то... Пока будем говорить объединение тюркских организаций. Мы говорим, вот этими фразами мы пугаем тех, кого не надо пугать. Объединение какой-то корень нужен. Хотя бы форум интеллигенции, сохранение традиций, культуры и истории. Форум интеллигенции. И там в конце можно создавать. Вы начинаете отвлекать, у всех пугаете. Не надо теперь... Честно сказать, если я особо не хочу сюда, вот больше я опираюсь как российский народ. Мы не на Чахмалы начинаем... На Китай перейдем. На Китай. Китай мы уже победили. И пару китайцев пригласили. Да, то есть вот, допустим, как вот... Сейчас есть скромная задача, но четкая. Да, допустим, вот в форме интеллигенции, допустим, да, тюркских народов, начинать форум, а конце комитет создавать, как вы видите, вот это, допустим. Я вам скажу сейчас. Да. Расскажу сейчас. Во-первых, я хочу поблагодарить Татарский культурный центр, который заработал, и пожелать им такой вот успешной деятельности в этом направлении. Но хочу вас обратить ваше внимание. Вот почему сегодня нету татарских представителей. Вот по этой самой причине. Понимаете? По этой самой причине. Пугают, припугивают там. Понимаете? И вот, пользуясь гостеприимством Татарского культурного центра, все-таки вот у них есть помещение, собрались. И повторяю, вот наша сила, нашей многочисленности, нашей многообразии. Сейчас. В то же время наша слабость именно в нашем разнообразии. Вот мы говорим эти общие слова, но как только до дела доходит, мы думаем об отдельно взятых казахах, об отдельно взятых киргизах, отдельно взятых азербайджанцах. Я за эти 20 лет это все прошел и убедился, что тюрков в России, то есть пока еще нет. Вот мы еще должны стать. То есть мы должны от частного перейти к общему. Пока мы не перейдем к общим вопросам и не будем отстаивать общие интересы. Чего мы хотим? Вот мы хотим быть
представленными в общественно-политической жизни. Профессор абсолютно четко сказал, в постсоветский период в нашей стране не стало, точнее в нашем государстве, надо различать понятие государства и страна, вот в этом государстве не стало национальной политикой. Это как лодка с подбитым перископом. Вот плывет и не видит, куда она плывет. Или ходит, как в нашей сказке, как медведь вокруг пня срубленного дерева. Крутимся 20 лет с лишним, а теряем огромное историческое время. Японцы, будучи очень отсталой страной, изучив опыт передовых промышленных держав Запада, проскочили за 20 лет тот путь, который европейские державы прошли за 200 лет. С огромными лишениями. Они не пролили ни капельку крови, никого не разорили, ни одного крестьянина не согнали. И стали уже передовым народом к началу 20 века, способным уже схватиться самой могущественной страной в мире тогда с Российской империей, я имею в виду русско-японскую войну. А в середине 20 века, не имея ресурсов, они на огромном Тихоокеанском регионе одновременно воевали со всеми, разгромили Америку, Австралию, Англию, с Китаем, но они увязли в Китае. Вот. Понимаете? Я это говорю к тому, чтобы вот мы начинали с малого, нужно начинать с малого, с конкретных дел. Вот нужно, чтобы у нас были организации. Вот когда мы говорим об армянах или о Даниилове, я не перестаю восхищаться этим Данииловым. Я его никогда не видел. Гениальный был человек. Это так наколоть Москву, Кремль, Хрущева, сослаться, что у Дагестана земли нет. Я помню, в 5 классе учился, вдруг смотрю, территория Дагестана увеличилась на 1/3. Что это такое? Это, оказывается, вот этот, как раз в этот момент, когда возвращали народы, восстанавливали Чечен-Ингушский АСР, они один чеченский район решили не отдавать обратно в соседние республики. Сказали, у нас земли нет. Наоборот, предложили Москве из состава Ставропольского края 3 района передать Чечен-Ингушский АСР. Это вот помните во время войны на Керчи, Шелковской, Наурский. То есть разрезали Ногайскую степь, где нефть. И еще 4-й район Ставропольского края передали в состав Дагестана. Это Каранагайский район. Вот. Каранагайский район. И самая преступная политика, там же, как в экологии, зыбкое этническое равновесие было в Дагестане тысячелетиями, понимаете? Теснота, и народы живут. Вот обрушили вот этот, понимаете, камнепад с гор, стронули горца под видом того, что нет. И вот на Кумыкскую равнину, и сейчас и все эти конфликты из-за этого происходят там. Вот что значит ложное движение. Точно так же, вы правильно сказали, Карачаево-Черкесии тоже жили на маленьком пятачке в одном, и такое разнообразие. Тоже вот что сделали, это же вот эти ошибки прошлого, сейчас мы уже, став на целую историческую эпоху старше, не должны повторять. Все, что было в советская эпоха, положительно мы видим, но мы видим и огромные пороки, ошибки, недостатки, они обуславливались и объективной, и субъективной причиной. Вот эти пагубные отношения между Российской империей и Турцией, и Османской империей, чьими правопреемниками сегодня является Российская Федерация и Турецкая Республика. Они же в начале 20-х годов были союзническими, и Россия, и Турция противостояли Антанте, империализму западных держав. А потом, видите, забыли, что и Турция, и Россия родились из одного общего корня, из наших общих евразийских государств. Только там южный путь был основной, а здесь был северный путь. Тут был татарский путь, а там был Огузский путь. Но они опускаются туда, к тюркскому каганату, понимаете, к нашим государствам. То есть у нас одни корни. Нам незачем, мы параллельно, 2 евразийские державы должны сотрудничать и работать. Ни Турцию, ни, то есть тюрков, ни Россию никто никогда не ждал в Европе. Понимаете? И не принимает. Унижает, держит в этом предбаннике. А зачем, когда... Польки нас любят. Ну, пусть любят, но наши последний поляк, умирая, будет проклинать Ивана. Поляки вредные. Ну, вот мужской элемент вредный. А они не могут простить России, что татарский сын Иван стал главой над всем славянским миром. Понимаете?
давайте вот соберемся для того, чтобы определить наш оргкомитет, вот из инициативную группу создать. Вот. Очень важно, это рутинная работа, чтобы работать. Вот шаик работает один, понимаете? У нас много, мы любим говорить, а вот таких подвижников, тут есть в Татарском культурном центре замечательные работники, их привлечь надо. Вот. Без татар нам никуда не обойтись, ни шагу нельзя в России сделать нашим. Как без татар? Татары всегда были учителями, это отдельная тема. Вот. Потом надо подумать действительно о создании движения, потому что впереди много изменений, впереди выборы в стране, выборы в Думу, выборы в региональные парламенты. Мы должны быть представлены. Вы очень правильно сказали. Интеллигенция почему молчит? Народ без интеллигенции это все равно, что туловище без головы. Понимаете? Без мозга и без сердца. Элиты народу чужды. Да, элиты. Вот. Ну, как он стал элитой, значит всплыл в проруби. Вот сейчас это слово. А в проруби всплывает обычно. В нашем горном краю колхозники элитой называли этих вонючих баранов. Да. Вот. Я говорю, все элитой становятся. Собчакша. Да, вот именно. Вот Собчакша это элита. Да. А вот в развитых обществах, если возьмем древний Египет или древний Шумер, Вавилон, там ранние мусульманские государства, передовые, которые, понимаете, или древний Китай, древний Индия, кто правил обществом? Правил образованный класс, ученые, мыслители, они, жрецы, они правили. А сейчас мы лавочников выпустили, понимаете, и у них кроме бакса в голове ничего нет. Ни родины, ни отечества, ни языка, ни истории. Хотят всех нас сделать вот... Шумерская культура это наша культура. Да, но это... Вот поэтому мы должны... Я хочу еще, кроме того, поздравить всех нас, несмотря на все проблемы 20 века, которые были общими для всех наших народов. Мы прошли эпоху войн, революции, мы выдержали. Мы все выдержали, понимаете, вместе с родной страной. Перешагнули 21 век. Сейчас перед нами стоит задача пережить и выжить, выстоять в 21 веке. А проблем будет не меньше, чем в 20 веке. И поэтому вот именно два наших великих суперэтноса, наша Евразия, которые держат, понимаете, вот, наш русский и тюркский этнос. Вот мы создаем равновесие между Западом и Востоком. Это как катамаран, изобретение полинезийских народов. Это двуосная лодка, которую любая волна океанская не опрокинет. Вот мы этот катамаран наш исторический, политический сейчас заново должны отладить. Этот катамаран у нас существовал 7000 лет. Вот принцип наших народов не был разделяя власть. Это принцип кровавого Рима. А принцип Скифии, вот нашей родины, всех времен, за 7, это было соединяя власть. Вот мы сидели возле степных котлов, да? У нас всем находилось место. Юрте возле очага всем находилось место. Вместе. Мы потом не можем отдельно жить друг от друга, нам скучно. Знаете, в красивой Дании, в Норвегии хорошо, может, там вообще социализм, который нам не снился. Но там скучно жить. В Германии скучно жить, потому что вон наши русские немцы почему сюда едут? Потому что у них душа здесь. Физически им скучно там. Турки тоже говорят, они там пожили в Германии, скучно, это обыватели. Это такой мелкобуржуазный культ. А вот мы, великая страна, великая культура, поэтому вот будем стоять на этом. Спасибо. Чай будем чай попить? Чай, чергагерек. Кстати, я хотела у вас спросить, у вас же были региональные выборы. Как они у вас закончились в Горном Алтае? Сейчас за чаем поговорим. В Горном Алтае не существует 91-го года. Şanlı şırını öttek deyip İvanlarga yeple deyip Yaşibizde uftanıp Büyük hanlar ziratında Sarık kütüğe jim taba
Тәңіріні сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты илні татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, тосқаныны бізіні сүйіп, күтәбіз азатлық. Алтын көмішке қойындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа күніккен күңіл. Изгі шишмәні кім күмген, әулиелер көптен өлген. Үзі бізге ятылар біз, Тәңіріні сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күліді, далада ушақлар сүнді, басты етлер қалаларны біз бірні дәшмәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәхет үшін башылар кесіп, хан деп танып көтушіні бүгін деп яшадық. Алтын күмішке құйындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа күніккен күңіл. Салим нарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, тағын көпні яшар бізсің, шын татарлықтан хурланып. Салим нарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, тағын көпні яшар бізсің, шын татарлықтан хурланып.